Депутаты внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении. Речь идет о внешнем виде граждан. Теперь за появление на улицах, скверах и парках в ненадлежащем виде грозит штраф 6 тысяч рублей. Чтобы в городах успели подготовить предупреждающие информационные стенды, закон вступит в силу с 1 августа. Наличие большого количества туристов существенно пополняет наш бюджет. Однако нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании молодежи в духе Апсора, отметил депутат Дауд Хутаба. То есть очень многие люди жалуются на то, что в летнее время, естественно, многие наши гости, хотя иногда это касается не только наших гостей, но и наших сограждан с вами, ходят в городе в неподобающем виде, в общественных местах. Речь идет прежде всего, конечно, о купальных костюмах, о голом торсе. Очень часто это в обществе воспринимается, практически всегда это воспринимается в качестве неверного поведения, но очень часто радикально. Парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о международных договорах Республики Абхазия. Согласно изменениям, Народное собрание будет получать информацию о договорах во время их разработки. Это, по мнению парламентариев, очень важно, чтобы избежать правовых разногласий. Законопроект нуждается в доработке, отметили на сессии. Очень часто сами по себе акты, договоры претерпевают большое количество изменений. Да? То есть вот на какой стадии этих изменений надо представлять информацию парламенту. Все это остается за рамками. Единственное, что могу на данном этапе вам предложить, с учетом того, что есть инициатива принятия такого решения, может быть, мы в первом чтении, да, вот вы там в первом чтении примете в работу, а во втором чтении мы уже подготовим наши предложения, посмотрим, как это можно будет уточнить, в том числе, чтобы не сбить так называемый баланс системы сдержек и противовесов. Также в первом чтении принят таможенный кодекс Абхазии. В рамках гармонизации законодательств России и Абхазии в создании документа участвовали российские специалисты. В кодексе 10 разделов, 65 глав и 488 статей. В нем отражены правила пересечения товаров через границу, их декларирование, а также порядок совершения таможенных операций. Предыдущий таможенный кодекс составлен еще в 90-х годах. Это действительно очень объемный документ и впервые в истории нашей страны. Предыдущий документ был в 90-х годах. Значит, я тоже, ваш покорный слуга, принимал участие в его создании, но время идет вперед, время меняется, и поэтому, значит, принятие этого кодекса обеспечит гармонизацию нашего законодательства с правом Евразийского экономического союза, а в части неурегулированной, значит, с законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, создаст правовые предпосылки для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности. Предлагается к принятию существенный, серьезный, кодифицированный нормативно-правовой акт, включающий в себя существенные изменения сегодняшних существующих условий администрирования. Была проделана колоссальная работа двухстороннего характера вместе с российскими коллегами и партнерами. Работа проходила как в режиме личных встреч, так и механизмами дистанционного онлайн-общения. Значит, акт прошел процедуры согласования в органах власти Республики Абхазия. Могу сказать, что, безусловно, есть еще определенные вопросы, которые необходимо будет согласовать вместе с вами, с депутатами, с профильным комитетом и с депутатами в целом. Работа предстоит непростая, сложная, но наша просьба заключается в том, чтобы в первом чтении взять проект в работу. В первом чтении парламентарии приняли и законопроект о внесении изменений в закон о статистической деятельности. Предлагаемые изменения касаются определения условий предоставления предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями бухгалтерской и статистической отчетности и иных необходимых для проведения государственных статистических наблюдений и данных. У нас как бы не секрет то, что статистические данные у нас разнятся по разным органам госуправления. Есть одни статистические данные, допустим, в том же, да, вот, например, в Министерстве по налогам, есть в Минздраве, туризм. И есть необходимость, чтобы статистические данные собирались в одном месте, в специально уполномоченном, да, органе госуправления в области статистики, и чтобы мы, наша страна, при принятии каких-то определенных решений, высшие органы исполнительной власти руководствовались именно
данными органа госуправления в области статистики. Парламент утвердил отчеты об исполнении бюджетов 5 внебюджетных фондов Абхазии за 2022 год. Это фонды инвалидов Отечественной войны, народа Абхазии, обязательного медицинского страхования, пенсионный, социального страхования и охраны труда, а также дорожный фонд. Депутаты парламента внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях. В стране стало на 3 профессиональных праздника больше. 17 марта в республике будут отмечать День дипломатической службы, 10 июня – День работника статистики, 4 июля – День спасателя. Парламент продлил срок действия полномочий центральных или территориальных органов внутренних дел по выдаче абхазских паспортов и разрешений на временное проживание для иностранцев до 31 декабря 2023 года. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, которые касались перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию населенных пунктов. Три вопроса были сняты с повестки дня. Они касались внесения изменений в закон об НДС, перечня товаров, освобожденных от налогообложения, и создания депутатской комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных в этом году Министерству обороны. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.